После десятилетнего перерыва общественно-патриотическое движение «Молодая Абхазия» начинает новый этап своей истории. В Абхазском государственном университете открылся международный молодежный форум, в рамках которого состоялся учредительный съезд обновленной организации. Делегаты приняли новый устав, избрали руководство и определили основные направления дальнейшей работы. В съезде участвовали 360 делегатов движения, представители всех районов республики, ветераны организации, а также гости из России и Южной Осетии. Торжественную часть открыл вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба. Он отметил, что молодежная политика республики выходит на новый уровень, а сотрудничество с российскими партнерами открывает для молодежи большие возможности. Сегодня мы строим новую систему взаимодействия с молодежью, соединяя славные традиции прошлого с амбициозными задачами будущего. Глава государства неизменно подчеркивает, инвестиции в молодежь – это инвестиции в суверенитет и будущее нашей страны. Именно по поручению президента мы выводим молодежную политику на принципиально новый системный уровень. И наша задача – координировать усилия всех общественных организаций, направлять их инициативы в нужное русло, обеспечивать ресурсами и поддержкой. Участников форума приветствовали представители федеральных молодежных структур России. Заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов зачитал приветствие первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. В нем подчеркивается, что именно молодому поколению предстоит в будущем укреплять сотрудничество России и Абхазии. Дорогие друзья, российская и абхазские братские народы прочно связаны едиными ценностями, традициями, дружбой, взаимного уважения и добрососедскими отношениями. Особую роль в развитии и укреплении которых всегда играла, конечно же, молодежь. Именно вам, талантливым, целеустремленным молодым людям, предстоит вместе строить будущее нашей страны. Перед участниками форума также выступили посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, представители Абхазского государственного университета и делегации Южной Осетии. Во время выступления неожиданно отключилось электричество, однако работу форума не остановили. Официальная часть продолжилась при свете фонариков мобильных телефонов. Для молодого поколения это не просто площадка для обмена мнениями, но и проявление доверия и шанс внести свой вклад в общее дело. Сегодня хотел бы сказать, что в дни 18-й годовщины войны в Южной Осетии в 2008 году и особенно остро ощущается та нерушимая связь поколений, которая делает нас сильнее. Она проявляется и в бережном отношении к памяти героев. Здесь, на территории университета, находится памятник тем, которые в тяжелых 90-х годах не дрогнули и ценой своей жизни выстояли. И у нас сегодня есть то, чем мы можем гордиться. И их подвиг напоминает нам, что единство не просто слово, а живая традиция, которую мы обязаны хранить и передавать следующим поколениям. После торжественной части состоялся учредительный съезд молодой Абхазии. Делегаты приняли новую редакцию устава. Теперь организация официально носит название Республиканская молодежная общественная организация «Молодая Абхазия». Возраст вступления снижается с 18 до 14 лет. Для управления создан координационный совет, в который войдут ветераны движения и представители молодежи, а новым председателем единогласно избран Саид Куланба. Мы будем активно заниматься популяризацией здорового образа жизни и массового спорта, профилактикой вредных привычек через спортивные и просветительские мероприятия. Отдельное внимание уделим традиционным расовым ценностям абхазского общества, формированию и уважению к национальному культурному наследию и внедрению принципов Апсора в современную молодежную среду. Важнейшим направлением станет создание устойчивой сети сельских молодежных представительств, чтобы работа шла не только в центре, а во всех уголках нашей страны. И, конечно же, мы продолжим готовить молодых лидеров, которые смогут эффективно работать в органах государственной власти, местном самоуправлении и общественных организациях.
Первый председатель движения, министр по чрезвычайным ситуациям Аляс Авицба, назвал его возрождение важным событием для страны. По его словам, молодая Абхазия всегда была школой общественной активности, и новое поколение должно сохранить и продолжить ее традиции. Сегодня, да, была пауза длиной в 10 лет, но в былые годы молодая Абхазия, здесь Денис Зурабович говорил, реализовала очень много важных, нужных проектов, которые всколыхнули, можно сказать, да, такую молодежную активность в Республике Абхазия. Мы в тесном тандеме, в тесном взаимодействии работали всегда. Я уверен, у новой, у обновленной молодой Абхазии будет то же самое со всеми государственными структурами. Мы были надежной опорой государственного ведомства, да, Государственного комитета по делам молодежи и спорту. Я уверен, что все будет точно так же. Добрые традиции, которые когда-то были заложены, они будут продолжены. Одним из направлений развития обновленной молодой Абхазии станет создание единой экосистемы молодежных организаций. Важным шагом стало подписание серии рамочных соглашений с российскими партнерами. Молодая Абхазия и молодежка Народного фронта договорились о совместных социальных и волонтерских проектах. Абхазский корпус молодых спасателей и Всероссийский студенческий корпус спасателей закрепили партнерство в сфере культуры, безопасности и развития добровольческих отрядов. А патриотическое объединение «Базги» Центр «Воин» сосредоточится на военно-спортивной подготовке и воспитании молодежи. В рамках этого соглашения планируется помогать Центру БАСК развивать в республике военно-спортивную подготовку и военно-патриотическое воспитание. Мы будем обмениваться опытом, лучшими практиками, будем проводить совместно военно-спортивные игры. И также это соглашение предусматривает оказание возможной материальной поддержки деятельности Центра БАСК и приобретение материально-технической базы для учебного процесса. Сегодня мы приехали не с пустыми руками, мы привезли с собой городок безопасности, на котором любой из участников мероприятия может попробовать себя в роли спасателя, поработать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, поучиться оказывать первую помощь, посмотреть, как формируется штаб для ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые мы разворачиваем в тот момент, когда наши добровольцы прибывают в тот или иной субъект Российской Федерации, для того, чтобы оказать помощь специальным службам при ликвидации ЧС. Позаниматься альпинизмом, попробовать спасти условного пострадавшего в завале. То есть большая интерактивная площадка, которая в полной мере дает молодым людям понять возможности тех навыков, которыми они могут обучиться в нашей организации. И в дальнейшем эти навыки могут спасти чью-то жизнь. Двухдневную программу разделили на тематические блоки. В первый день эксперты и участники разбирали вопросы молодежной политики, грантовую поддержку и развитие медиа. Впереди участников ждут лекции, встречи с российскими спортсменами и защита собственных проектов. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатова. Товарищ премьер-министр Республики Абхазия, личный состав военно-патриотического лагеря имени Сергея Платоновича Цбар для встречи построен. Начальник лагеря полковник Мушпа. Здравствуйте, товарищи курсанты! Уважаемые курсанты, уважаемые присутствующие, гости, мне хотелось бы искренне поприветствовать вас на открытии этого замечательного мероприятия, которое посвящено имени великого абхазского полководца, героя Абхазии, генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Цбара. Безусловно, важным событием является военно-патриотическое воспитание молодого поколения. И вам, дорогие ребята, здесь придется учиться многому, прежде всего храбрости, стойкости, мудрости,
быть защитниками Отечества. Именно Сергей Батонович Дбар являлся и является символом этих главных вещей. Дорогие ребята, гости и наставники, сердечно приветствую всех участников военно-патриотического лагеря имени генерал-лейтенанта Сергея Дбар. Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность организаторам. Это важно и нужное дело. Вы вкладываете в ребят не просто знания и навыки, вы передаете им ценности, которые лежат в основе нашего общества. Они прошли интенсивную подготовку, прошли все предметы начальной военной подготовки. Тактическая подготовка, в рамках тактической подготовки, тактическая медицина, огневая подготовка, в рамках огневой подготовки это сборка, разборка автомата, снаряжение магазина, метание гранат на дальность, на точность, а также стрельба из лука. В рамках тактической подготовки также отрабатывались нормативы по РХБ защите. Курсанты своими руками оборудовали единую полосу препятствий, а также отрабатывали норматив. Ну, если у нас будет одна перекладка. На базе Абхазского научно-исследовательского института сельского хозяйства прошел круглый стол «Возрождение эфиромасличной отрасли Республики Абхазия. Преемственность поколений как основа будущего». Мероприятие собрало на одной площадке представителей органов власти, науки, ведущих производителей, медицины и бизнеса для практического обсуждения шагов по восстановлению некогда успешного направления. Все эти мероприятия Министерство экономики готово реализовывать, готово помогать при реализации этого проекта. Для того, чтобы приступить к работе, мы от вас будем ждать бизнес-план и другую документацию, которая подтверждает, что действительно этот продукт в таком объеме можно произвести на территории Абхазии, что у нас есть компетенции, имеется в виду кадры, которые знают, как это делать, и в последующем готовы прорабатывать. Чем больше в Абхазии будет проектов, которые позволяют экспортировать произведенную здесь продукцию, тем качественнее и быстрее будет рост нашей экономики. Организаторами масштабного события выступили Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии и компания «Анра». Компания – инициатор возрождения эфиромасличного производства в республике. Цель встречи – объединить опыт ветеранов отрасли с передовыми научными разработками и государственной поддержкой. Сегодняшняя цель – это не просто сохранить то наследие, которое у нас есть, но и сделать так, чтобы оно, наверное, в первую очередь работало на будущее нашей страны. Поэтому я считаю, что та тема, которую мы сегодня обсуждаем, тот вопрос, который мы сегодня развиваем, да, это очень важно для нашей страны. Это может и должно стать одним из существенных важных направлений в развитии экономики нашей страны, потому как под это направление будут подтягиваться еще другие направления, которые создадут целую отрасль в креативной экономике. Перспективы нового направления настолько масштабны, что абхазская продукция уже выходит на внешние рынки. О том, что формируется первая экспортная партия для презентации на 63-й международной дамасской выставке ярмарки в Сирийской Арабской Республике, рассказал министр иностранных дел Олег Барциц. В ближайшие дни мы отправляем очередную партию груза для участия в масштабном очень событии. Это 63-я международная дамасская выставка-ярмарка. Это большое событие в регионе Ближнего Востока и не только Ближнего Востока. Мы уже имели опыт участия в этом масштабном формате. И Тимур Зурабович, и Даур Вадимович, это из присутствующих, имею в виду, были членами делегации, в ходе которой мы посещали это мероприятие. Так вот, это присутствие там более чем 60 стран.
Это и страны региона, арабские страны, и не только. Разумеется, там будет участвовать и Российская Федерация, много различных стран принимают участие в этом амбициозном формате. Так вот, впервые будет представлена продукция проекта «Анра». Мы этот груз сейчас формируем и отправляем в Сирийскую Арабскую Республику. Я думаю, что это очень правильная аудитория. Это аудитория, которая традиционно в состоянии оценить качество натуральной продукции, уникальной во многом, которую мы представим и покажем таким образом Абхазию еще с одной стороны. Участники встречи подчеркивают, речь идет не об открытии нового направления, а о возрождении традиций. Эфиромасличная отрасль имеет в Абхазии глубокие корни и некогда безупречную репутацию. В советские годы республика славилась своими плантациями герани, розы и евгенольного базилика, а также работой специализированных совхоззаводов. Начну с Тамышского эфирно-масличного совхоззавода. Это древнейший по нашим меркам, и, может быть, даже не по нашим. В 1929 году был организован этот совхоззавод. Мне посчастливилось некоторое время там быть руководителем этого предприятия. В Ачимчирском районе непосредственно эфирно-масличными культурами занимались 3 хозяйства. Это Меркульский эфирно-масличный совхоз, Моковский и головной Тамышский совхоззавод. Я говорю только о Чемчирском. В Гале соответствующий завод был, в Бабушарах был соответствующий тоже завод. С 1 тонны лепестков или бутонов мы получали 930 грамм масла розового. Да, и где-то мы перерабатывали до 30 тонн. Участники круглого стола отметили, что создание новых производств дает мультипликативный эффект для экономики, снижая зависимость от традиционного туризма. И при этом обратили внимание на тот факт, что под льготное кредитование попадает в основном курортный бизнес. Министр экономики подробно объяснил, почему инвесторы чаще выбирают гостиничную сферу, несмотря на более долгие сроки окупаемости. Далеко не все, не имея опыта работы в такой сфере, захотели бы себя попробовать. С гостиницей, если в этом смысле проще, или во всяком случае кажется, что проще. Но наладить промышленное производство, наладить самому базу для производства сырья, это вещь, в которую далеко не каждый пойдет. Поэтому, говоря о приоритетах, приоритет со стороны инвестора более понятный бизнес. В данном случае там были данные представлены, срок окупаемости примерно от 3 до 5 лет, в зависимости от сценария. Да, в зависимости от сценария, но в среднем это где-то 5 или 7 лет. Ну, скажем, даже 8. Средний срок окупаемости гостиничного объекта, если он не создан своими руками, не создан на базе частного дома, а вот именно строится с нуля, причем здесь практически не играет никакой роли его размер, это 20 номеров или 100 номеров, срок окупаемости порядка 10 лет, а часто и больше, в зависимости от уровня. В данном случае гостиничный бизнес выбирают не потому, что это высокорентабельная история, а выбирают потому, что это понятная для инициатора история. Эксперты подчеркивают, что помимо экспортного потенциала колоссальное значение имеет медицинское применение эфиромасличных культур, их незаменимость в реабилитации, превентивной медицине и восстановлении когнитивных функций. Если мы берем эфирно-масличную отрасль, ее многие недооценивают, и она сейчас занимает очень широкую позицию в мире. Да? Это не только внутреннее применение, да? Ароматерапия сейчас у нас реально на высоком уровне. У меня есть с партнерами реабилитационный центр Амросевский, да, который работает по моим методам восстановления, и мы туда вводим ароматерапию, когда у нас проходит, поэтому, конечно, взаимодействие с Кузьминой Ларисой мне было бы именно в этой базе интересно, да, с нашими ребятами в виде психологических разгрузок с ароматерапией. Далее у нас ароматерапия сейчас есть в кулинарии,
Обязательно в ароматизации пищевых добавок, без нее тоже не обошлось. Но уборка, вся вот бытовая химия, да, которая именно на натуральных. Важным условием успеха эксперты называют бескомпромиссное качество сырья и строгое соблюдение агротехники, от климатических особенностей до современных методов перегонки и анализа. В чем основная у нас проблема на территории России возникает? У нас нет качественного эфирного масла. В какое-то время, да и в принципе сейчас, нас очень хорошо вытягивает Крым. Тунисская лавандовый, розовый и тому прочее. Большинство распиаренных компаний, если мы будем так про них говорить, они все на слуху, и роботехнологии их используют и тому прочее. Мы в них нашли синтетику. Мы очень активно работаем с хроматографом, очень активно, и мы заметили отличия. Мы это тоже нашим крымским коллегам рассказали. Работа круглого стола в Сухуми завершилась подписанием экспертных инициатив, формированием рабочей группы, которые призваны заложить фундамент для практической реализации амбициозной программы возрождения отрасли. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Владимир Ткаченко, Гильдебранд расскажет о тебя. В конференц-зале Абиги прошла презентация шеститомника «Путешествие вокруг Кавказа» у черкесов и абхазов в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму. Автор – швейцарский ученый Фредерик Дюбуа де Монпаре. В 1831-34 годах он совершил масштабное путешествие по югу России. Экспедиция началась с Крыма, затем Дюбуа отплыл из Севастополя к Кавказскому побережью, после чего объехал Западное Закавказье вплоть до Тифлиса. Во время поездки он вел дневники, фиксировал все услышанное, делал зарисовки, снимал планы и копировал древние надписи и рельефы. Необычный, неизвестный раньше, так сказать, постулат о зарождении цивилизации европейской, которая, судя по всему, зарождалась именно здесь. То есть это перевод, который нам с вами, жителям Абхазии, очень будет интересен. Это в копилку наших культур вот такие полноценные, значит, образно говоря, золотые монеты падают. Шеститомник выпущен петербургским изданием «Алитея». Главный редактор Игорь Савкин также присутствовал на презентации издания в Абиги. По его словам, первый том был выпущен в 2019 году и понадобилось 7 лет, чтобы завершить эту работу. Здесь присутствует также и книга Карла Риттера, который был учителем Дюбуа де Монпаре. Оба этих ученых удостоены были государственных наград. Они получили орден Станислава, если я не ошибаюсь, и тот, и другой за свои заслуги. Карл Риттер был, подробнее об этом расскажет Владимир Ткаченко Гильдебранд. Я же пока просто передам эти замечательные издания в библиотеку Института гуманитарных исследований. И тут есть еще некоторое количество книг, которые можно будет прилистать, а эти уже будут точно стоять на полке. Инициатор проекта – известный переводчик научной литературы Владимир Ткаченко Гильдебранд. Он впервые полностью перевел на русский язык все тома этого масштабного сочинения, отметив, что важнейшая ценность книги в том, что автор фиксировал то, что позже могло исчезнуть. Он делал зарисовки, планы, копировал высеченные в камне рельефы и надписи. Благодаря этому зафиксировано состояние ряда памятников, которые сейчас полностью утрачены или полуразрушены. Те памятники культуры, архитектуры, руины этих памятников, которые он зарисовал на этих землях, да, тогда российские, уже отошедших к Российской империи, они уже многие не сохранились, ни руины, ничего. Впервые было предпринято такое глобальное путешествие, причем это глобальное путешествие было предпринято на средства императорской фамилии российской. То есть понятно, для императорской фамилии было важно узнать, как человек со стороны, в общем-то, нейтральный, да, но дело-то в том, что он происходил из кантона Невшатель, из кантона Невшатель в Швейцарии. Его предки по отцу, по матери были, хотя у него дворянские корни, они виноделы.
Помимо шеститомника Дюбуа де Монпере в Абиги были презентованы книги «Любовь и западный мир» Дени де Режмона и «Введение в европейскую историю народов» до Геродота Карла Риттера. Ряд изданий был передан в дар Абхазскому институту гуманитарных исследований. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. С 7 августа 1997 года впервые президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба в соответствии с двусторонними договоренностями дал полуторачасовое интервью грузинскому телевидению. И учитывая то, что вы дали согласие, что мое интервью именно в полном виде, в том виде, как я его дам, будет показано вот в тех средствах информации, к которым вы имеете отношение, я решил дать вот это интервью и, может быть, положить начало тому, что затем мы услышим и другие интервью, и начнем процесс постепенного какого-то общения с тем, чтобы понять друг друга лучше. А 13 августа 1997 года, накануне визита Владислава Ардзинба в Тбилиси, данное интервью в полном объеме было показано по Первому каналу грузинского телевидения. После двух первых обесточений, глубоких и довольно-таки продолжительных, значит, руководством ИНГУР-ГЭС было приглашены их подрядчики из Чехии и Германии, которые налаживали противоаварийную систему защиты, вот, и автоматики. Вот, и вчера они проводили, вот, по той информации, которая у меня есть, тесты на причине выявления неисправностей. Вот, в результате обратно сработала противоаварийная автоматика, отключили все генераторы ИНГУР-ГЭС, они остановились. Вот, и произошло обесточение. На сегодняшний день причина неисправность определена. Значит, на самом ИНГУР-ГЭСе начаты работы по устранению этой ошибки в работе системы автоматики, да, и противоаварийной установки автоматики. Думаю, по устранению этой причины, в таких случаях, надеюсь, что больше повторяться не будут. Значит, отключение произошло от обстоятельств, абсолютно от нас не зависящих, вот, в силу того, что в управлении, в работе и в этом ИНГУР-ГЭСе как бы Черноморэнерго не принимает практически никакого участия. Вот, так что работы ведутся. Очень надеемся на скорое их завершение и впредь, что не будет повторяться таких историй. 'На сегодняшний момент наша организация выполняет ремонтные работы по второй тяговой подстанции на турбазе. Заменили в выпрямительном шкафу агрегат полностью на нового образца, более мощный, более надежный. Вот старого образца у нас сняты. Из-за аварии не могли запустить линию в данное направление. Вот проводим восстановительные работы. После того, как завершим, проведем испытания, включим. В течение недели, я думаю, уже троллейбус поедет на Каштаг. Данные работы носят неотложный, необходимый характер, так как после аварии, в принципе, невозможно было бы запустить троллейбусы в данном направлении, не проведя восстановительных работ. Сейчас мы проводим их. Конечно, неделя – это, возможно, больший срок, чем хотелось бы многим жителям и отдыхающим. Но неделя, я думаю, это у нас будет крайний срок. Возможно, постараемся и раньше запустить, сделать. – 8 августа 2010 года состоялся первый рабочий визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Республику Абхазия. Состоялась встреча президентов России и Абхазии, где Медведев заявил, что соседи должны считаться с независимостью Абхазии, а то наши бывшие партнеры иногда забывают, как себя вести. Конец цитаты. Особенный смысл, имея в виду, что сегодня 8 августа, и ровно 2 года назад произошли известные тяжелые события в Южной Осетии, которые послужили стартом для целого ряда
политических процессов, включая и признание Российской Федерации, Абхазии и Южной Осетии в качестве самостоятельных субъектов международного права, в качестве самостоятельных государств. Дмитрий Медведев пообщался с жителями и гостями абхазской столицы, возложил цветы в парке боевой славы, посетил некоторые объекты, восстанавливаемые за счет российской финансовой помощи, и военную базу Российской Федерации в Гудауте. – 8 августа 1941 года родился Анри Джиргения, заслуженный юрист Абхазской АССР, государственный советник юстиции 2 класса, выпускник юридического факультета МГУ, работал старшим следователем в МВД Абхазской АССР, затем в прокуратуре города Сухум, был председателем Народного суда города Сухум. С 1978 года Анри Джиргения – член Верховного суда Абхазской АССР, с 1992 – генеральный прокурор Республики Абхазия. С 2001 по 2002 годы Анри Джиргения – премьер-министр Республики Абхазия. Джиргения более 10 лет был личным представителем первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба на переговорах по урегулированию грузино-абхазских взаимоотношений. Джиргения принимал участие в подготовке ряда важных правовых и политических документов, в том числе заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта, подписанного в Москве 4 апреля 1994 года. В 2004 году Анри Джиргения баллотировался кандидатом в президенты Республики Абхазия.